Здравствуйте! Вы смотрите «Вечерние новости» в студии Валерия Наумова. Главные темы этого выпуска. Продолжается акция «Сохраним лес» в рамках национального проекта «Экология». Сегодня эстафету от лесничества Горного района принял Якутлесресурс. В Чурапчинском Улусе с рабочим визитом побывала депутат Государственной Думы Галина Данчикова. Расскажем, как прошла встреча. Со следующей недели большинство детских садов Амгинского улуса откроют свои двери. В этом году было выделено более 300 новых мест. Хватило ли этого количества? Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб во время поездки в Норильск. По данным СМИ, он сорвался со скалы во время осмотра достопримечательностей. Информацию о гибели Зиничева подтвердила ТАСС. МЧС России сообщает, что Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая человека на межведомственных учениях. Сегодня во время 31-й сессии Якутской городской думы состоялось, можно сказать, историческое событие – подписание указа главы республики о развитии Якутска на период до 2032 года. Как отметил сам Айсан Николаев, это знаменательное событие для горожан и для руководства города. В своем выступлении глава отметил, что руководство республики ставит амбициозные задачи для развития столицы. Так, за предстоящее десятилетие Якутск должен стать в один ряд с самыми лучшими городами страны по качеству жизни и человеческого капитала. История этого документа берет начало с конца прошлого года, когда в своем послании Арсений Сергеевич обозначил и поставил задачу о развитии города Якутска, о том, чтобы город Якутск у нас стал действительно лучшим городом на вечной мерзлоте, лучшим городом Арктики и эталонным городом всего севера нашей страны и всего мира. Для этого мы, конечно же, приложим все усилия для того, чтобы воплотить в жизнь пункты указа. С сегодняшнего дня все участковые избирательные комиссии Якутии, как и по всей стране, приступают к своей работе. В целом по республике действуют 794 избирательные комиссии, считая 27 временных. В Якутске и в Жатае будут работать 129 комиссий. Участковые избирательные комиссии будут работать с 10 утра и до 14 часов дня. В дни голосования с 8 утра и до 8 часов вечера. Основная задача заключается в работе с избирателями, а также подготовка помещений к дням голосования, которые пройдут, напомню, с 17, 18 и 19 сентября. Уже с сегодняшнего дня граждане могут подать заявление об откреплении с избирательного участка. Это нужно сделать до 13 сентября. Такое заявление, к примеру, могут подать иногородние, которые, живя в столице, зарегистрированы по месту жительства в другом населенном пункте. Проголосовать уже нельзя будет, если такое заявление не будет подано. Его можно будет подать как на участке участковой избирательной комиссии, так и через госуслуги и через МФЦ. Также вплоть до конца голосования избиратель может внести уточнения в список избирателей. То есть, если какие-то ознакомиться со своей частью списка, где он записан, и, возможно, исключить кого-то, возможно, включить и сделать какие-то замечания. Все это можно сделать здесь, на участке. Перейдем к другим темам. Акция «Сохраним лес» в рамках национального проекта «Экология» продолжает свое шествие по республике. Эстафету от лесничества Горного района принял Якутлесресурс. 10 тысяч саженцев сосны обыкновенной было высажено на 44-м километре Вилюйского тракта. Напомним, ранее в Горном районе в рамках акции было высажено чуть более 2000 саженцев. Якутия не единственный регион, принявший участие в акции «Сохраним лес». Это всероссийский проект, однако республика стала первым регионом, принимающим акцию в этом году. В целом же акция проходит уже 3-й год. Нынешняя акция продлится до 30 ноября.
В этом году, конечно же, мы столкнулись со страшным бедствием, большими, огромными лесными пожарами, которые охватили миллионы гектар леса. И, конечно же, мы должны не только словами помогать восстановлению природы, но и должны сами в этом участвовать. И очень отрадно, что в этом году тысячи якутян сейчас вышли на посадки лесов, уже десятки тысяч саженцев посажено, в том числе на тех местах, где раньше шло промышленное освоение. Сегодня в Чурапчинский улус с рабочим визитом прибыла депутат Государственной Думы Российской Федерации Галина Данчикова. Она посетила некоторые социальные объекты, введенные в последние годы в Улусе, такие как Центр развития ребенка, детский сад «Кустук» Телейского наслега, общежитие Чурапчинского института физической культуры и спорта, а также строящиеся объекты многоквартирных домов в селе Чурапча и в Телейском наслеге по программе переселения граждан из ветхого жилья. На сегодняшний день активно проводится работа по газификации населенных пунктов Улуса. Завершены работы по пуску газа 7-го спускового комплекса в селе Чурапча, где подведены газовые стояки к 421-му земельному участку. Реализуется федеральная целевая программа «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящее время данная программа является самой большой программой, которая направлена на развитие сельских территорий в целом по республике, так и в целом по Российской Федерации. На днях завершаются строительно-монтажные работы 5-го и 6-го пускового комплекса районного центра села Чурапча. Правительство республики при поддержке главы республики Арсения Сергеевича Николаева мы сегодня можем сказать, что динамично развиваются сельские территории. Еще в апреле президент России Владимир Путин объявил, что граждане не должны платить за подключение к газовому снабжению собственного частного жилья. После этого правительством была утверждена дорожная карта по газификации, по которой газовую трубу дотянут до границы частных участков совершенно бесплатно. Однако еще не все документы подписаны. В ожидании окончательного утверждения всех федеральных нормативов главный поставщик газа в дома якутян Сахатранснефтегаз уже сейчас вводит программу комплексного договора, чтобы облегчить внедрение социальной газификации в республике в ближайшем будущем. Более подробно расскажет Анна Васильева. Первая зима в собственном доме. Об этом большая семья Зайцевых мечтала давно. Но использовала построенный с любовью и дальним прицелом дом лишь как летнюю дачу. И вот, наконец, газ подключен, а значит, холода больше не преграда. Изначально планировали построить как зимний дом, то есть полностью утепляли, поставили гараж, то есть чтобы машина зимовала. Приобрели котел, то есть нам подсказали необходимый перечень, дали список, да, что нужно купить, что нужно, какой именно детали, какой счетчик. Мы просто подали заявку и все, они сами уже все сделали. В этом-то и большой плюс. То есть не надо бегать где-то, выстаивать очереди, да, там заранее куда-то записываться, просто подали заявку и все. Подать заявку несложно. Достаточно зайти на сайт компании «Сахатранснефтегаза» и сделать несколько кликов. Можно также лично прийти в офис. Что касается социальной газификации, то тут есть еще несколько вариантов подачи заявки. Впрочем, самое главное, чтобы ваш дом и участок соответствовали необходимым критериям. Дом и участок должны быть оформлены в собственность в установленном порядке. Дом должен быть капитальным, то есть стоять на фундаменте. Что касается СОТов, то к ним бесплатно трубу проведут до границы товарищества. А вот в частный жилфонд газ подведут вплоть до самого участка. Подключение же к дому оплачивает по-прежнему собственник. И вот здесь на помощь приходит комплексный договор. Проще говоря, газ под ключ. В рамках комплексной газификации мы делаем абонентам под ключ. То есть мы проводим строительно-монтажные работы уже внутри земельного участка. То есть мы газифицируем его жилой дом, гараж, баня и так далее. То есть мы сейчас предлагаем эту новую услугу в рамках социальной газификации. Сначала будет проведена догазификация, то есть в первую очередь газ проведут там, где уже есть магистральные трубы. В этом году Сахатранснефтегаз планирует техническое присоединение 800 частных домов только в Якутске. И свыше 4600 домов до конца 2023 года по всей республике. Анна Васильева, Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Якутск.
Детские сады Амгинского улуса готовятся к новому учебному году. Со следующей недели большинство откроет двери своим воспитанникам. В 19 детских садах Амгинского улуса воспитываются более 1500 детей. На данный момент все сады прошли приемку и готовы к новому учебному году. Больше 300 новых мест, которые были выделены в этом году, переполнены, так как везде есть очередь в детские сады в районе. Чтобы уменьшить очередь, проводится ряд комплексных работ. Идет строительство детского сада на 75 мест в селе Анёс. Строительство школы-сада в селе Абага. Также планируется строительство новых детских садов в селе Амга, Чапчелган и в селе Алтанцы. У нас, конечно, вот сейчас испытываем мы проблемы, конечно, с медицинским обслуживанием, как и по всей республике, по всей России, наверное, да, потому что мы вот до этого года содержали на муниципальном бюджете гигиенистов, да, это инструкторы по гигиеническому воспитанию детей, но с этого года переходит все это на республиканский бюджет, да, это по положению Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. И, к сожалению, да, с их зарплатой, с их штатами у нас на сегодняшний день окончательно вот к единому знаменателю мы не пришли. Его вправе можно называть ходящей энциклопедией устного народного произведения Аланхо. Его научные труды имеют колоссальное значение в изучении и распространении якутского фольклора. Доктору филологических наук, профессору СВФУ, известному фольклористу Василию Илларионову сегодня ровно 75 лет. Будучи еще студентом, он написал аланхасутов на магнитную ленту. С этого и началось техническое использование фиксации живых памятников устного народного творчества. Василий Илларионов с 1995 года работает в СВФУ. Является автором более 300 научных трудов. Из-под его крыла вышли 3 доктора наук и 6 человек защитили кандидатскую диссертацию по фольклору. Также он активно занимается общественной работой. Большой вклад внес в произведение Аланхо и шедевром нематериального культурного наследия человечества. Юбиляра 75-летием сегодня сердечно поздравили коллеги, друзья и студенты. Я работал над изданием Сахаватульдара серии, там 10 томов мы делали, и еще памятника фольклора народов Сибири, Дальнего Востока, есть такая академическая серия. Этой серии я подготовил 3 тома. Первый том – это «Могучий Арсаотох» Каратаева. Это 3 раза мы записали это Олонко и делали расшифровку. И обрядовая поэзия народа Саха, 2 том. И 3 том – якутские народные сказки. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами и никуда не переключайтесь.